Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые телезрители, сегодня хотелось бы поговорить на такую важную тему, о которой, в принципе, говорят многие радиоканалы, телевизионные каналы, федеральные каналы. Она очень актуальна, она очень востребована, и мы тоже не обойдем эту тему стороной. Посвящена она будет коррупции, нарушению законов ислама относительно взяток, подкупа и так далее. Каково отношение к исламу к этому и каковы последствия, насколько пагубен данный поступок. Но пагубность этого поступка, как вы понимаете, очевидна. В этом смысле, в смысле взятки или коррупции, людей можно разделить на две больших группы. Это те, которые пытаются решить какие-то вещи не правомочным характером, то есть не проходя все бюрократические ступени и согласования, предлагая взятку. И ответственный человек, который был поставлен для наблюдения, для регуляции, чтобы люди соблюдали все эти условия, правила и определенную установленную бюрократию для достижения каких-то целей. То есть чиновник, например, ответственное лицо, который принимает взятку. То есть, другими словами, для достижения какой-то цели одни предлагают денежную или материальную ценность, другие принимают ее. Относительно этого можно сказать, что согласно исламскому праву, согласно исламской теологии, и дающие, и берущие грешники. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах проклял тех, кто дает взятки, и тех, кто принимает их. Тут возникает вопрос. Те, кто принимает взятки, понятно. А почему же такой гнев Всевышнего на дающего взятки? Потому что вот эта вот попытка достигнуть иным неблагополучным, неблагонравным путем, оно, скажем так, предложение, оно и косвенно порождает спрос. То есть, если бы не было такого большого популярного количества предложений решения проблем через взятки, наверное, бы интересов, спроса на него тоже не было. Поэтому в этом смысле виноватых нельзя определить как дающие, виноватых нельзя определить как берущие, и те, и другие виновны. И как мы уже сказали, пророк Мухаммад, алейхиссалям, обозначил их проклятыми. Что же такое проклятый? Что значит в исламском мире проклятие? Наверное, вы замечали, что человек, когда живет жизнью и происходят сложные события на грани лишения его имущества, на грани лишения его здоровья или даже жизни, он ярко запоминает эти действия. Как, например, недавно в Казани был год-два назад или год назад страшный ураган. И люди рассказывали такие события, они выходили из дома, и летящее сорванное дерево пролетало мимо них. Вот прямо, говорит, мимо меня через метр пролетело. Да? И он говорит: вот удача. Вот повезло. Или, я не знаю, пошел на стройки, сколько мы таких историй слышали, подскользнулся, упал с 4-го этажа, ни одного перелома. Вот, говорит, удача, вот повезло, в рубашке родился. Но неужели это какая-то удача? Неужели эта удача связана с каким-то амулетиком? Неужели эта удача связана с каким-то эликсиром или с чем-то таким внешним, что у кого-то она есть, у кого-то ее нет? Конечно же, эта удача и есть воплощение милости Бога и заботы Бога о нас. Если бы мы жили исключительно по тем законам физики, химии, природным явлениям, которые нас окружают, то есть большая вероятность, что многие бы из нас бы просто вымерли и погибли, если бы не милость Аллаха, которая заключается в том, что Он помогает каждому биению сердца, каждому мимо пролетающему кирпичу, мимо тебя, мимо твоей головы. Это и есть понятие милости Божией. А проклятие – это антоним этого понятия. То есть, другими словами, как только ты попадаешь под гнев Творца и получаешь его проклятие, то именно на тебя падает кирпич, именно в тебя летит эта ветка, и именно твоя лодка на рыбалке оказывается с дыркой, и ты тонешь. Даже потом твои друзья-рыбаки очень сильно задумаются, а брать ли тебя на рыбалку? Вот его давай не берем, всегда с ним лодка тонет, и мы тоже погибнем. В действительности люди потом начинают отбегать, отстраняться от таких людей, зная, что что-то с ним не так. Ему всегда не везет.
он заслужил проклятие, он несет печать проклятия за свои деяния. И одна из причин этих деяний – это получение взяток и передача взяток и нарушение установленных законов общества и законов ислама. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхиссалям, говорит: в день воскресения раб не сдвинется с места, пока не будет спрошено о его жизни, как он ее провел, о его знании, на что он его употребил, о его теле, как он его использовал, и о деньгах его, как он их приобрел и на что потратил, законно ли он их приобрел или нет. Тот, кто присвоил себе чужое имущество, говорит пророк Мухаммад, алейхиссалям, не почувствует даже запаха рая, даже если ему добровольно передали это имущество. Приводится такое изречение пророка, когда он одного сподвижника отправил собирать духовную милостыню, закят называется. Он собрал закят и переходит отчитываться. Говорит: вот это закят, а вот это мне дали подарок. Это ваш закят, а это мой подарок. На что ему ответили, что вот ты попробуй теперь остаться дома, в доме своих родителей и никуда не выходить. И мы посмотрим, принесут ли тебе за это какие-то подарки. Конечно же, если ты выступаешь от лица централизованной какой-то власти и собираешь налоги или обязательную подать, то именно тебе дают подарки. Поэтому подарки чиновнику – это тоже косвенно взятка. Аллах субхану говорит: «Валя та'кулю амваликум байнакум билбатиль». В суре Бакара: не пожирайте между собой имущество не по праву и не подкупайте деятелей суда, чтобы приобрести себе чужое имущество. Это будет сознательно грех, большое наказание. Мы слышали и видели, когда происходит ситуация, одни бизнесмены несут специальные деньги другим людям, чтобы в результате эти властные люди отобрали бизнес у другого, и ты вроде такой талантливый что-то в этом смысле приобрел. Это большой грех, это ни в коем случае недопустимо. Также Всевышний Аллах сказал в Коране, в суре Аль-Маида, 62-63 аяте: «Лауля бейнахуму раббанiyюна валь-ахбару лауля янхахуму раббанiyюна валь-ахбару ан каулихиму исма ва аклихиму сухт лаби'са ма кану яснаун». То есть смысл в этом аяте в том, что Всевышний говорит: о, если бы их религиозные деятели, священники, раввины, если хотите, муллы, имамы, о, если бы они увещевали людей и запрещали бы им этот пагубный поступок, имеется в виду вероломный подкуп и взятки. Оказывается, значит, ответственность о наличии взятки лежат на религиозных людях? Конечно же. Почему она лежат на религиозных людях? Да потому что количество видеокамер и наблюдений, и количество специальных служб, которые будут выявлять проявление коррупции, никогда не закроют возможности совершать взятки. Не будет столько камер, чтобы следить за ответственностью человека. Лучше всего за ответственность человека следит его вера в Творца Всего Сущего, его понимание о том, что придет судный день, и даже то, что видеокамера не сняла, Всевышний знает, и он будет за это спрошен. И именно его иман и его вера в понимание этого греха и увещевание религиозных деятелей о том, что это грешно и за это будет спрошено в судный день, только это может остановить. То есть высокая нравственность и духовность в действительности это тот способ, который может остановить этот пагубный грех. И напоследок хотелось бы рассказать очень замечательный пример разделения общественного, государственного, если хотите, и своего личного. Это известная история, которая приводится с Умаром ибн Аль-Хаттабом. Однажды к нему пришел сподвижник Абдурахман, а Умар сидел, и у него горела свеча. И принимал и работал людей. И Абдурахман сказал: у меня к тебе вопрос, Умар. Умар спросил его: у тебя вопрос личного характера или государственного? На что он сказал: у меня вопрос личного характера. Он сказал: тогда подожди. Он потушил свечку и достал свою свечу и зажег ее. Его Абдурахман спросил: зачем ты это сделал? Он говорит: это моя личная свеча. Мы будем говорить на наши личные темы. Мы не будем говорить
на личные темы, когда горит государственная свеча. Даже капелька воска, отнятая не по праву, может потом сказаться очень большой печалью в судный день. Мир вам, милость Всевышнего и Его благословения.